Добрый вечер, дорогие зрители. Сегодня пятница, и в очередной раз в прямом эфире наша передача «Хастагыла Антон». Все последнее время, последние месяцы, даже, можно сказать, весь год, у нас главными героями и в передаче, и вообще на общественных площадках были министры, депутаты, политики, экономисты, юристы, но мы практически не слышали голоса интеллигенции. Поэтому мы решили сегодня как-то восполнить этот пробел. Но с другой стороны, нужно отметить то, что все-таки тоже были люди, представители интеллигенции, хотя они и занимались политикой. Сегодня у нас в гостях писатель, публицист, в недавнем прошлом министр образования Даур Начкебия. Добрый вечер. Добрый еще раз. У нас сегодня еще, мы не знали, что сегодня будет назначение вас директором издательства государственного. Не так все совпало, поэтому информационный повод как бы догнал сегодняшнюю нашу встречу, и поэтому вы тоже здесь. Можно вас поздравить, наверное, с этим, и может сразу спросим, какие у вас планы, может быть, в этом направлении. А может быть, мы вообще с ретроспективы начнем? Может, вы расскажете, это уже ваше второе вступление в эту должность, насколько я понимаю. Может быть, вы расскажете о том, что было сделано вот за тот период, когда вы были в 2010 году назначены директором фактически, да, это второе. Издательства. Хотя говорят, что дважды в одну и ту же реку. В данном случае. Но в должность можно войти. Да, в должность можно войти, наверное, многожды. Да, в 2010 году было назначение, мы начали выпускать книги, продолжили выпуск книг. Нам что удалось? В первую очередь нам удалось дизайн абхазской книги улучшить. Нам, мне кажется, неплохо получается это все, привлекая к работе наших художников, наших учебную литературу имеете в виду? Нет, я имею в виду именно художественную литературу. По уставу о государственном издательстве, государственное издательство выпускает пока только художественную литературу. Государство наше отпускает деньги только на издание художественной литературы. Абхазская художественная литература, и, соответственно, и переводов на русский язык, и местных писателей, пишущих на русском, и так далее, и так далее. Но только художественная литература, даже не публицистика, только литература художественная. И вот в этом плане мы каждый год выпускаем 50-60 книг, наименований. У нас есть удачные, на мой взгляд, издания. Например, двухтомник мы издали в прошлом году к 60-летию Даура Зантария, двухтомник. Да. Его почти все, что он написал по-абхазски, и все, что он написал по-русски. 2 солидных тома в суперобложке, хорошее оформление, бумага, шрифт. А как разошелся, кстати, тираж? Расходится. Тираж был довольно большой, 1000, по нашим меркам это большой тираж. Но он расходится, раскупается. В магазинах нету. Значит, раскупили уже, и мы опять доставим в магазины книжные. Потом мы издали к столетию первой книги Дмитрия Гуля. Тоже очень хорошее издание с хорошим научным аппаратом. Частушки, стихотворение Частушки. Есть и другие издания Таифа Аджба. Мы издаем Алексея Гогова. Это новые произведения или... И новые, и юбилейные. Старых наших классиков мы переиздаем. Последних ушедших мы издали одним тиражом. Он быстро разошелся, потом вторым тиражом. На абхазском? На русском. Мы издали его на русском. А планы какие у вас? Планы в будущем году мы должны... Правда, работа над этой книгой уже началась, она идет к завершению. Очень полное собрание Ю Колония. Там русские, его все тексты на абхазском, потом переводы их на русский язык, и все, что было когда-то сказано, написано о его поэзии, о его жизни, воспоминания современников, стихи, посвященные ему, и так далее, и так далее. Очень полное собрание будет. Потом двухтомник Таифа Аджба собираемся издавать. И наших других Шалуат Свижба и так далее. Очень много наших лучших писателей. И, если так можно выразиться, и рядовых писателей. Избранные произведения мы издаем. И
Понятно. Вы знаете, что интересно все-таки? А как вы работаете вот с молодыми писателями? Как вы их привлекаете? Вообще, как идет вот процесс развития вот этой вот специфической работы с молодыми одаренными писателями? Но с молодыми одаренными писателями в основном работают писательские организации. Их у нас две, вы знаете. Союз писателей Абхазии и Ассоциация писателей Абхазии. Вам приходится редактировать, наверное, как-то. Ну, разумеется, да. Они рукописи представляют, и потом, если руководство и эти писательские организации считают нужным их включить в план на издание, то они поступают в рукописи к нам. Конечно, после этого начинается работа с автором, редакторов, корректоров и так далее, и так далее. Это работа налажена. Потом отдельно издается сборник, куда входят произведения молодых писателей, ежегодный сборник. Так что в этом плане любой талант, новый, молодой талант, он не остается незамеченным. И для издания, для выпуска книги у него нет препятствий. А какой ландшафт вообще литературного в сегодняшней Абхазии? Как литература, коротко это если писать? Сейчас рассматривать абхазскую литературу отдельно невозможно, потому что вся мировая литература это один организм. Это феномен этих ходячих сюжетов тоже. В современной литературе при таком уровне коммуникации может на одном конце света появиться произведение, которое повторяет Собственно говоря, их около 30 сюжетов, да, на другом конце, да. Вообще в современной литературе понятие о плагиате в связи с этим уже не рассматривается. Имеется в виду только буквальный повтор текста. Это называется плагиат. А вот сюжет, герои, образы и так далее, интрига, это все не рассматривается как плагиат, потому что литература вращается в кругу почти одних и тех же сюжетов и образов. Иными словами, вообще как-то сейчас больше акцент, наверное, делается на форму того или иного литературного произведения, так? Форма, да. Стилистика. Но литература, как всякое в этом мире явление, спиралеобразно, наверное, развивается. Каждый этап, прогресса в искусстве нет, это общеизвестная истина. Но есть расширение сознания. Цель искусства, это же, мы сказали, расширение сознания человеческого. И постепенно на новом витке развития литературы и вообще искусства происходит, конечно, обогащение человеческого духа и расширение. Благодаря талантам, разумеется. И поэтому сейчас можно сказать, что есть какая-то стагнация вообще в мировой литературе, какой-то кризис. Чем он вызван, ломают голову, но пока точного ответа никто не дал. Но у нас оно же занимает не только ту задачу, о которой вы говорите, у нас во многом это еще хранилище языка. Да, вот это. Как у нас об этом я и хотел сказать. Да, об этом наш огород абхазский притянуть эту проблему. Да. У нас, может быть, проблема заключается больше в читателе. Борхес сказал такую фразу в свое время: хороший читатель равен хорошему писателю. Я бы даже усилил эту формулу. Хороший читатель, как правило, хорошие читатели, как правило, они образованнее, тоньше, чем хорошие писатели. Я вообще добавлю, что еще раньше тоже было сказано, что не может быть хорошего писателя без хорошего читателя. Да. Литература не может существовать только за счет писателей. Это обязательно нужен читатель. Да. И можно сказать, что в большей степени читатель делает литературу. Он самый главный, может быть, участник литературного процесса. А наша проблема заключается в отсутствии нужного количества, критической массы. Да, критической массы хороших читателей. То есть людей очень образованных, знающих мировую литературу и способных оценить свою литературу. В мировом масштабе оценить свою литературу. Я себя считаю неплохим читателем и по-русски читаю, и по-абхазски. И могу сказать, что наша литература, лучшие ее образцы
высокого уровня. Современная литература. Современная литература очень высокого Вы уровня. вот на самом деле сказали о том, что, конечно, нельзя наши произведения как-то в отрыве от общего контекста рассматривать. Действительно, сейчас такие коммуникации развиты, что все имеют доступ к любым произведениям на любом континенте. Да. И все это очень доступно и легко достижимо. Вот. И поэтому, конечно, всегда есть вот этот элемент сравнения. Я просто про что хочу сказать, что вот на сегодняшнем уровне, вот как вы считаете, вот те образцы, про которые вы говорили, что они не уступают, это вот имеет дальнейшее развитие и перспективу участия вот в общем мировом контексте литературном? Ну, это вообще, когда мы говорим о кризисе литературы, мне такое ощущение, вот я это что... слово просто не упомянул. Но да, о кризисе литературы, когда говорим и в масштабе человечества, может быть, мне кажется, что это вызвано тем, что вот, язык, вот, роль языка, слова уже понизилась очень сильно вообще в мире. Когда появилось вот это информационное общество, когда появились вот, технологии информационные и так далее, само слово, к слову, но засилие потребительского общества и к слову тоже отношение потребительское стало. А слово имело другую Сакральность цель. потеряла какую-то. Слово потеряло сакральность. Слово было носителем тайных знаний и так далее. Вот поэтому слово было главным участником вообще всего ритуала приобщения человека к высшим силам и так далее, было слово. А потом оно, когда приобрело утилитарный такой смысл, только потребительский, только как информационный инструмент информационный, то, соответственно, общество к слову начало относиться иначе. Да. Сейчас мало, я и боюсь, что с каждым годом уменьшается количество людей вообще на планете, и в нашем обществе тоже, которые способны ценить слово. И наслаждаться, и получать удовольствие от прочитанного текста, независимо от его сюжета. Общество, вообще человеческое, цивилизация стала очень сюжетным. Поэтому тяга больше к сюжетам интригующим. А вот к текстам, где сюжет вообще второстепенен, нет такой тяги, к сожалению. Это все вызвано состоянием человеческого общества, вообще, наверное, цивилизации. Но я бы сказал, что чтение, вообще смысл чтения, на мой взгляд, это в перечитывании. Вот это сейчас уже. Да, это с высоты своего возраста. Да, сейчас смысл чтения, самый глубочайший смысл чтения, это в перечитывании. При первом чтении никакой текст не может воздействовать. Ну, хотя бывают тексты, которые при первом же чтении шокируют, захватывают, да, но высокая литература, она нуждается, ее значимость сознается читателем только при перечитывании. Ну, много ли мы знаем наших друзей, наших современников, которые могут и перечитывают, скажем, регулярно какие-то главные какие-то произведения. И в этом смысле пагубное вообще такое влияние интернет оказывает. Знаете, все привыкают вот к этому, о чем вы говорили, к такому информационному стилю, который является очень поверхностным стилем, да, и он губит вот этот интерес у читателя, вдумчивого читателя, такого, у которого есть стремление к какой-то одухотворенности, конечно. Вот, да, к проникновению в сущность, в глубину вообще произведения. Здесь можно даже говорить о том, что может потребительское общество, чем оно характерно? Оно становится со временем очень ленивым. Душевная леность, физическая леность наступает первым долгом, наверное, а потом и душевная леность. Когда наступает душевная леность, то Толстого «Войну и мир» человек душевно ленивый не будет читать «Войну и мир». Тем более перечитывать. Тем более перечитывать. Он не будет этого делать. Он просто то, что уже готово, вот, информационные блоки, факты какие-то. Сейчас которые отрезали вообще такую возможность человеку, который, например, не читал Толстого.
теперь вообще поинтересоваться Толстого. Можно наоборот заинтересоваться. Даур, а вот у вас в планах, вернее, стоит переводы мировой классики на абхазский язык. Я вообще как-то вернуться хочу немного вот в нашу сферу. И как вы относитесь, это уже туда вперед еще задаю вопрос, вот к закону о языке, который вступает в силу в полную меру в 2015 году. 15. Как это повлияет вот на литературный процесс, вот на... Ну, это уже проблема абхазского языка, его сохранения, там, его развития. Но это очень, наверное, сложный процесс. Но я думаю, что этот вопрос можно решить. При современных методах обучения, если мы сможем с детских лет, с детских садиков, яслей и так далее, методики есть разные к быстрому обучению языков. Любой малыш может 2-3 языка абсолютно совершенно безболезненно Мы готовы сейчас изучить. к вступлению этого закона в полной мере? Нет, конечно, я считаю, что мы не готовы. Дело в том, что закон был принят, когда еще, сколько лет тому назад. Но чтобы этот закон вступил в силу, надо было создать условия людям, которые хотят изучать языки. У нас таких центров изучения абхазского языка нет, к сожалению. Конечно. Да, и методология Не тоже, идеальная. она не идеальная. У нас есть специалисты, которые занимаются этим. Но вот, скажем, вот я знаю, что есть с десяток методов изучения, ускоренного изучения английского языка, скажем так, испанского языка. Для разных категорий. Да, да, а у нас, к сожалению, пока этого нет. Но самый большой пробел и самое большое упущение, это то, что был принят закон, а вот его, чтобы обеспечить его, Механизм. да, не был создан механизм такой. То есть центры по всей Абхазии, где люди изучали бы абхазский язык, приходили бы, на бесплатной основе, наверное, было бы правильнее, и они изучали бы, и люди занимались бы с ними, специалисты, они сами изучали бы языки. И чиновники, и нижнее звено, и вообще любой желающий. И репатрианты, и дети. Да, взрослые. все. Вообще, таким самым необходимым условием считается, знаете, востребованность языка. Нужно, в принципе, я даже думаю, что может быть не столько вот такие центры создавать, сколько создавать условия для того, чтобы язык был востребован, чтобы он был необходим. Потому что многие вещи, которые происходят сейчас вот у нас, в том числе и в чиновничных аппаратах, где обмен документами происходит, там сейчас какие-то формы предлагаются, обмена документов на абхазском языке, но ничего не подготовлено, и необходимости в этом нету, такой вот сейчас, такой, которая должна быть. Вообще, конечно, нужна вот, как вы считаете, нужна вот такая вот работа по созданию того, чтобы язык был востребован. Необходим, чтобы он был. Ну, Вот, может быть, с в этом этого края смысле нужно мы заходить, вряд когда ли мы добьем. говорим о языке, потому что, я извиняюсь, опять перебиваю вас, но я смотрю на книжные полки, вот ваше издательство работает, издает книги, но они доходят до книжного магазина, и дальше они там остаются. Это очень плачевное состояние нашей литературы, потому что все меньше и меньше читающих людей. Нету такой востребованности. Я думаю, что вот востребованность в том смысле, что мы все должны перевести, все поставить на рельсы абхазского языка, это утопия. Все стороны нашей жизни мы не сможем сделать по-абхазски, просто по определению. Ну, вот не только из-за этого, потому что язык наш довольно консервативный, как и мы сами абхазы тоже. Он древний, консервативный, он как-то очень устоявшийся, и новшества, и новые слова, неологизмы он с трудом очень воспринимает. А вот если мы искусственно будем этого делать, ну, получится просто язык заимствований. Да, заимствование. Если это язык заимствований в английском словаре американском, уже свыше 2 миллионов слов. Понимаете? А если мы, тем более современной технологии, столько новых названий, все остальное, если мы все это будем включать в абхазский язык, то у нас наш словарь утонет в этом языке искусственном, привнесенном. Здесь есть, наверное, другой, путь, более
Вот мы, может быть, конкретизируем, какой путь вы вообще видите вот через издательство, если идти? Ну, через издательство мы должны издавать то, что написано на абхазском, что написано, по-абхазски, что написано, переводы, лучшие образцы. Мы должны делать переводы, но с переводом у нас очень трудно, как только распался Советский Союз. Раньше были хорошие переводчики в Москве, в России, которые с подстрочников абхазских переводили на русский язык. Этих связей уже нет. И поэтому нас никто не переводит. Но при желании, если найти средства, можно найти, конечно. А наши есть переводчики, которые мировую литературу переводят на абхазский? Есть. Но наши лучшие писатели переводили в свое время. В свое время, еще в начале 80-х годов, был проект издания 20-томника, если не ошибаюсь, или 50-томника мировой литературы на абхазском языке. Начинали переводить, но потом Союз распался, все обрушилось. Но это был бы очень интересный проект, конечно, если бы он был осуществлен. Но это надо делать. Пускай никто не думает, что не нужно переводить. Мол, мы можем читать это все на русском языке. Для обогащения и развития языка это очень нужно. Это лаборатория языка. Да, конечно, это нужно для нашей литературы, для нашего языка, это очень важно. Мы очень много хотели у Даурова спросить, может как-то... Да, вообще я думаю, что даже можно как-то и на личности перейти. В хорошем смысле слова или как? Ну, не знаю, как получится, мы же импровизируем вроде как все. Вы знаете, в чем дело? Вот вы вообще сам окончили физический факультет, вы же физик. Я физик по образованию. Правда же, да. Но, кстати говоря, вот после того, как окончили физик, я ознакомился с вашей биографией. Потом вы эти навыки, приобретенные в институте, как-то не развивали. Сразу почему-то ушли в литературное русло. И были главным редактором на абхазском радио, в Союзе писателей, вы были литературным консультантом, ответственным секретарем комиссии по государственным премиям, редактором газеты «Айтайра», оппозиционной в то время. Сейчас, наверное, тоже уже теперь оппозиционная, или как она вообще? Ее не существует уже. Да, нет, она не существует, но как она воспринимается? Сейчас не Короче говоря, я к чему это все дело веду, вот перечисляя все ваши заслуги. Это все были литературные заслуги, и вдруг вы стали чиновником, министром образования. Вы знаете, о чем я хотел спросить? Вот. Мы и раньше об этом тоже говорили, и у нас был разговор для меня, во всяком случае, полезный. Почему на вы? Ну, тут культура такая у нас. Вообще это не по-абхазски, но все-таки. Я хочу сказать следующее. Вот, ощущали вы, что у вас присутствует такой некоторый конфликт чиновника и человека творческого, писателя? Да, разумеется. Все эти 3 года я тем занимался, что боролся с самим собой. Одновременно понимал, что это долг, это ответственность. И пытался делать то, что было в моих силах, то, что я... Но мы должны все обществу чем-то жертвовать. Не получается ведь... Вот это слово «жертвовать» меня уже подвигает несколько к другому вопросу. Получается, что вы как бы, уйдя на должность чиновника, вы пожертвовали своим талантом писателя? Я талантом я не пожертвовал, я надеюсь, что он у меня еще сохранился. Но я пожертвовал определенным количеством времени, но считаю, что раз меня назначили министром образования, тем более такая сфера и так далее, и что там я старался во всяком случае. Что удалось, что не удалось, если вот так? Вот я вам сейчас напомню, Воннигута, помните, вот, в школе для дураков? Недавно бедный или «Завтра для чемпионов», помнишь? Да. Там есть рисунок его, надгробная плита, и там написано: он старался. Такая тогда-то. Да, он старался, да. Я в этом духе хочу сказать о себе тоже. Я тоже старался. Но я не считаю, что это время напрасно было потрачено, потому что, честно признаюсь, эта должность опустила меня на землю в хорошем смысле слова. Я за эти 3 года, может быть, узнал гораздо больше о нашем обществе, о наших людях и так далее, и о себе в том числе, тогда, может быть, чем... Да. Вдохновило это или разочаровало? Может, переначим вопрос вообще. Что общество приобрело от того, что вы были писатель, были на должности чиновника, министра образования? Это не у меня надо спрашивать, надо спросить у общества. В первую очередь у педагогического сообщества. Так, хорошо, тогда скажем так, а что вы дали обществу в качестве министра образования?
В качестве министра образования, я думаю, ну, давайте так сравним. Вы дали больше обществу как министр образования, чем как писатель? Как в эти 3 года я как министр дал, я думаю, больше обществу, да. Чем как писатель? Да, как писатель. Потому что в эти 3 года я мало написал очень. Не, я с этим не согласен вообще. Я с самого начала, когда сюда шел, я вот и вспомнил ваши произведения, во-первых. Во-вторых, публицистику замечательную, кстати говоря. Очень талантливую, хотя во многом спорную, может быть, но Да, по форме, по языку. Субъективную. Да, субъективную, но вообще произведения это субъективные все, особенно когда публицистикой занимается человек творческого такого характера, то есть не столько творческого, сколько такого, ну, больше связанного с воображением все-таки. Да. Да. Так что я хотел спросить у вас. Как вы сейчас, после того, как вы были чиновником вот с 2010 года, потом сделали некоторое сравнение с собой как с писателем, и теперь опять вот вы становитесь чиновником. Как вы теперь относитесь к тому делу, которое составляло дело всей вашей жизни, то есть писательскому труду? Вот сейчас. За эти 3 года, по-моему, когда вы были министром, там тоже не было произведений. Нет, я писал, у меня есть публикации, все остальное. Я писал, разумеется, но вещи, которые я мог бы закончить раньше, мне придется заканчивать теперь уже. Но, конечно, писательство это, хотя, Валера, вы не любите этого слова, жертва, долг и так далее, но писатель всегда ощущает, что он должен. Он пишет, потому что он должен. А кому он должен, почему он должен, этого не всегда писатель осознает. Поэтому, конечно, но это, поймите меня правильно, наверное, у всех людей, у вас, как творческих людей, только одна мысль, наверное, постоянно гнетет. Только одна мысль. Вы всегда находитесь в своих творческих претензиях. Да. И то же самое, я как писатель, я постоянно только думаю об этом. Вы знаете, такой вопрос. Я уж разговорился. Раз вы говорили о долге поэта и упрекнули меня в том, что мне не нравится вот это вот слово, которое вы только что упомянули, я хочу просто тут цитату тоже приготовил как-то о долге поэта и писателя. Фолкнер на своем выступлении, когда ему вручали Нобелевскую премию, сказал об этом, что долг поэта, писателя состоит в том, чтобы, возвышая человеческие сердца, возрождая в них мужество и честь, и надежду, и гордость, и сострадание, и жертвенность, которые составляли славу человека в прошлом, помочь ему выстоять. Я думаю, что жертвенность вот в таком контексте это очень важно. Мужество, честь, надежда, гордость, сострадание, жертвенность. То, что было проявлено вот в те самые такие тяжелые времена Фолкнер, у нас. Да, Фолкнер мой любимый писатель. Но то, что он сказал, это сказано со дня вообще первой книги. И цель. Ну, а что Дон Кихот не об этом разве? Так что это главная задача. Главная задача литературы века. Есть великие книги, которые плохо написаны, бесформенные и так далее, и так далее. Стиль. Ну вот, например, возьмем Достоевского. И такого большого писателя, великого писателя, как Набоков. Набоков очень плохо относился к Достоевскому, не считал его писателем. То же самое Толстой. Но, тем не менее, Достоевский очень большой писатель. То есть, чисто техническая сторона дела в этом вопросе, она может быть не столь важна, но когда вот есть то, о чем говорит Фолкнер в этом своем, когда есть боль, страдания, когда есть надежда, когда писатель пишет о человеке. Главная его задача о человеке и о его надежде. Вот это и делает литературу. Литература и интересна для читателя. Когда читатели читают и узнают там себя, то, что они сами не могут, скажем. Они чувствуют, но не могут это выразить. А когда читаю, это же я тоже так думаю. Это я чувствовал, это я прошел. Так было со мной, как хорошо сказано. Это дает, это
как бы читателя выводит из его одиночества. Он понимает, что в этом мире есть много, если не все люди, которые такие же, как он. Поэтому это избавляет его где-то. Сам писатель пишет, чтобы избавиться от одиночества, расширить пространство своей жизни. Но и читатель занимается тем же самым. Когда он себе узнает произведение, это значит, оно хорошее. Да, в лучшем случае он такой вопрос у меня. соавтор. Вот Да. у вас есть публицистика была и времен работы Вайтайра, и не скрою, мы были на разных сторонах баррикады восприятия этой литературы. Но я сейчас не об этом хотел сказать, а о том, что у вас был опыт министра образования, и вы писатель. Вот какой вы готовы быть беспощадным к себе, как представителю, и вообще и к национальному, может, и такому типу, как это вот, например, вот все писатели, кого вы перечислили, первого порядка, и тот же там Сервантес, он достаточно беспощаден был в описывании своего такого национального такого характера. У Искандера это вот главный его герой, но я не беру детский цикл, а если дядю Сандру брать, это тоже достаточно двусмысленная фигура в смысле положительности или отрицательности. Там есть вот и того, и другое. Какой у вас сложился, вот, вы беспощадны бывали к политическим оппонентам, я поэтому спрашиваю, настолько сложился ли какой-то вот такой тип национальный, как вот, который вот с высоты вот этого опыта у вас? Я так думаю, вот то, что вы говорите о моей публицистике, моих политическом прошлом, я почему отошел от этого? С 2005 года я ничего не писал. Знаете, как я подумал и для себя сделал такие выводы. Вот в нашем обществе все же политическая борьба в таком российском или западном смысле слова, она очень опасна. Потому что наше общество, оно маленькое. Вот в большом сообществе, скажем, какая-то идея, какая-то мысль, если даже она такая деструктивная, она быстро растворяется в этом обществе. А у нас, поскольку мы в замкнутом пространстве живем, оно рикошетом начинает, и оно по дороге сбивает их, и правых, и виноватых, и всех. Поэтому, а мы что сделали после войны? Мы, подражая эти технологии какие-то политические, напрямую мы применили сюда. Да. Вот, я так понимаю, что вот свобода абхаза это нечто другое, чем свобода француза. Или англичанина, или русского человека. У нас... Таким образом, вы хотите сказать, что, в общем-то, западные ценности, которые сейчас как бы распространяются вот в нашем глобалистическом мире, они как-то для нас не подходят? Да и восточные тоже. Не подходят, конечно. Почему вот, давайте возьмем... Я тоже с этим согласен, кстати. Не подходят, потому что у нас... вот. Давайте такое сравнение сделаем. Человек здоровый, сильный, крепкий, высокий, и человек ниже среднего роста, маленький, предположим. Вот средний, высокий человек, сильный, крепкий, здоровый, может много выпить и много курить. А может себе позволить человек других габаритов? Вот все зависит от того, мера. Мы должны знать свою меру того, что брать из общечеловеческих установок. Мне кажется, от организма зависит. Но у нас же эта модель была, эта формула была, раз мы дошли до 21 века, вот на таком перекрестке историческом, геополитическом. То есть у нас какие-то механизмы... Не механизмы были, но сейчас у нас же новая ситуация совершенно... Новые угрозы имеют. Да. У нас новая ситуация в том плане, что после войны мы начали строить свое государство. Раньше, хотя мы были в большом государстве, имели свою автономию и так далее, но сознание у нас все равно оставалось апсура. Вот эта апсура все же регулировала нашу внутреннюю жизнь. А сейчас государство, уже государство наше, абхазское, и мы не знаем пока, какие функции апсура должно перейти. Государственные институты. Да. А какие... Вот у нас мы находимся на распутье, потому что мы точно не знаем. Вот, скажем, как решат вопрос, однофамилец наш, скажем, он совершил преступление.
по нашим понятиям раньше, которые были, они изгоняли его из села и так далее, обструкции подвергали и так далее. Но сегодня он уже должен, наверное, в тюрьме сидеть. А вот, извините, но вот есть же такие моменты, когда мы считаем, что он не заслуживает, он не совершил такого сильного преступления, хотя наше законодательство говорит, что он заслуживает суда и заключения в тюрьму. Но наша Апсура говорит, это простимое нарушение. Раньше за такое нарушение его просто-напросто изгоняли из села. Даур, но у нас это извращенные формы приняло. Вот сколько людей смертей на дорогах. Понятно, что человек не хотел специально убивать, но это породило зато волну, которая не останавливается, смертей на дорогах. Но есть, у вас выход есть, как вы видите вообще выход вот в этом? Но мы должны, у нас другого выхода нет. У нас есть возможность самосохраниться, потому что у нас есть возможность создать свое государство. В современном мире наш этнос может только таким способом сохраниться. А иначе мы растворимся. И поэтому нам придется какие-то наши понимания ограничить в каких-то вопросах очень существенно. Вот это роль интеллигенции, наверное, это роль авторитетов моральных. Но у нас можно констатировать, что не так много их вообще было всегда, и сейчас еще меньше. Значит, пока у нас не появились такие авторитеты, опять не появились такие авторитеты. Кто будет трансформировать вот эти ценности новые, которые пока у нас не появились такие авторитеты, значит, закон должен взять на себя, государство должно взять на себя такую роль. Надеяться на то, что мы вот завтра... Закон и власть, то есть кристально чистая. Да, закон и власть, да. У нас, я не согласен. У нас вот нравственный облик власти у нас имеет фатальное значение для общества. Да. Вы знаете, что вот я все-таки хочу с вами поспорить, хотя у нас время вот уже как-то поджимает, по поводу того, что закон и власть должны только определять то, как... Не только. Я вот хочу сказать о том, что да, может, я не совсем точно понял. Я хочу сказать, что вот все-таки потому у нас происходит своего рода вот то, что называют, знаете, нашими особенностями или нашим менталитетом, или то, что происходит помимо закона. Потому это происходит, потому что у нас есть некоторая нестыковка с теми ценностями, и в том числе вот этими уголовными кодексами, прочими, которые пришли сюда. Происходит нестыковка с нашими национальными традициями. Это все привнесенное, оно не имеет, знаете, такого участия к нашей национальной культуре. Но есть у нас такое, что мы друг за друга все время тянемся. У нас есть почтение к старшим, чего нету на Западе, например. Мы, будь он 100 раз не прав, старший, не будем ему перечить. Это тоже утрачивается, в этом проблема. Но с другой стороны, в этом была какая-то наша особенность. Тут нельзя от этого отказываться, потому что в этом есть и некоторая устойчивость наших традиций, чем мы дорожим, собственно говоря. Ну тогда вопрос... Это тоже нужно как-то учитывать. Сможем ли мы такие изобрести законы, которые будут гармонизировать наше общежитие? Сможем ли мы такие законы изобрести? Но знаете, вот как раз мы подходим к тому конфликту, о котором мы говорили. Мы провисли как раз, от Апсура отошли, а к закону не пришли. Не пришли еще. Вот мы провисли, да, мы сейчас у Распутина находимся, об этом идет речь. Апсура это играла роль, цементировала наше общество. Но сейчас государство имеет свои функции. Они могут в конфликт войти. И поэтому надо думать. Мне кажется, мы уже должны завершать передачу. Как-то будем итоги подводить потихонечку. Но мы люди абхазцы, мы любим долго говорить. Я хотел насчет публицистики, насчет политической деятельности в нашем обществе. Потому что наше общество такое уязвимое, ранимое и все такое. Нам надо опять-таки очень бережно относиться друг к другу. И в полуполитической борьбе мы не должны переходить какие-то границы. Есть какие-то... Эти наши границы, они другие, чем в России, чем в Европе, в Америке. У нас другие границы, они более... Вообще для маленьких величин, таких уязвимых, как мы, это будет человек конкретный или нация вообще, очень важен вот это инстинкт самоограничения. Да, это самое важное, да, это самое важное. Мы должны понимать, что наша свобода
Мы сами прежде всего должны ее ограничивать. Самоограничение один из главных принципов был вообще вот в Апсуара и построении отношений между людьми в государстве. И, кстати говоря, это было и очень достойно. И уважение к личности. Потому что не позволялось и не прощалось оскорбление личности. Это было не только сдерживало и сохраняло наше общество, но оно еще и гуманную цель преследовало. Это говорило о том, что нет безгрешных людей. Коротко. Нет безгрешных людей. Никто не имеет права сказать, что я лучше тебя, потому что я. Но это, наверное, краеугольный камень такой добродетели, как достоинство. Да, достоинство. Да. Каждый рожден свободным и достойным. Да. Поэтому вот наши деды, наши отцы жили по этим принципам, и вот это самое главное. Вот, Даур, я хочу уже все-таки подводить итог. Я хочу сказать, что вот вы яркий пример представителя маленькой нации. Это моя родственница, она как-то говорит, она была врачом, где-то там работала в Москве, очень достаточно престижном институте и так далее, а потом вернулась сюда. И сейчас очень многие стали, кстати, возвращаться. Они в Москве спрашивали, а почему ты вернулась? Он говорит, маленькая нация, мы тут все штучные. Не в смысле уникальности нашей или там гениальности и так далее. Мы все штучные, и вот вы яркий пример тому, что приходится работать и чиновникам, хотя тянет к писательству. Да. И для меня очень важно то, что вы сегодня сказали, что надо беречь друг друга. Очень. Это самая главная заповедь наша, мне кажется, должна быть. Это прочувствовано опытом. Да, это мой личный политический опыт. Да. Вообще, спасибо вам большое, наверное. Не можно знаю, я тоже еще два слова вставить? Можно. Я же должен два слова вставить все-таки. Мне кажется, что вот последнее время, особенно в литературе, наблюдается вот такое, знаете, несколько преувеличенное критическое восприятие действительности. Больше, как мне кажется, какой не знаю, из того, что я читаю. Нашей? Ну и вообще я имею в виду. Востребованность у публики больше, знаете, вот о литературе, которая пишет о каких-то пороках, там, о каких-то, очень негативных вещах. Даже то, что раньше было в сказочной форме благородное, теперь носит вообще, я не знаю. Гипертрофированные такие, знаете, там кровь льется и так далее и тому подобное. Мне кажется, что вот сейчас, теперь, когда вы вновь вступаете в должность директора Республиканского государственного учреждения Абхазское государственное издательство, вот в этом смысле, наверное, больше нужно уже, я не то что советую, я так думаю просто, что нужно больше говорить о том, что мы приобрели, что мы делаем, что есть у нас в обществе положительного и к чему мы должны, что мы должны утверждать, исходя вот из нашей самобытности. Я что хочу добавить к этому. Вот тяга к ужастикам, грубо говоря, это опять-таки признак потребительского общества. Когда сама жизнь отдельной личности в этом обществе, она такая серая, честно скажем, серая, то, конечно, хочется адреналина, и это адреналин дает ему экран, Facebook, интернет и так далее, и так далее. Но наше общество не стало еще таким потребительским, чтобы вот такие... Мы еще, на мой взгляд, живем подлинно. Да, мы еще живем подлинной жизнью. Поэтому у нас подлинные страсти, мы все воспринимаем непосредственно, как есть. У нас нет таких даже, как сказать... эмоции искренние. Даже мы мало заботимся о самосохранении в этом плане, о своем душевном равновесии мало заботимся. Мы отдаемся полностью нашим чувствам. Это признак, наверное, подлинной жизни, подлинного существования. Поэтому в нашем обществе пока нет такой проблемы, что нужны там и так далее, и так далее. И если у нас есть сейчас молодая плеяда поэтов, они пока поэты, но для прозы нужен некоторый жизненный опыт. Надеюсь, что некоторые из них перейдут на прозу. И я думаю, что они художественно смогут отобразить, что происходит с нами сегодня. И тенденции. Да, это необходимо не только, чтобы они проявили себя как художники, это необходимо и нашему обществу, чтобы оно через литературу осознало себя. В частности, через литературу. Есть другие формы самосознания общества, искусство там и все остальное. И другие сферы. Это самое фундаментальное, кстати говоря, в нашей... Да, вот через литературу, чтобы наше общество осознало, чтобы наше общество узнало, почему это так.
Вот, Куда пришли, куда идем, да, вот, и где и стоим. одна из функций литературы в этом и заключается, национальной нашей литературы, чтобы как в зеркало вгляделись и увидели себя, чтобы общество увидело себя. И, конечно, пока есть язык и пока есть наш народ, литература будет Ну, существовать. в общем, я понял, что вы полагаетесь исключительно на литературу, на телевидении вы как-то не Нет, полагаетесь. почему я сказал и другие А мы сферы. производные от литературы. Я сказал и другие. То есть, да, такой вот одухотворенности, которую может предложить человечеству литература, телевидение не может предложить, я так понимаю. Нашим телезрителям хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях был Даур Начхебе, который назначен директором Республиканского государственного учреждения Абхазское государственное издательство. Несколько раз я это повторяю исключительно потому, что хочу, вот, чтобы и телезрители, и мы все осознали, какая огромная ответственность на вас лежит. Тем более вот в этот наш период, когда не все гладко у нас на том поприще, которому вы себя посвящаете. И еще я хочу сказать, что вот мне лично уже совершенно отойдя от темы нашей передачи, хочется, чтобы перейду на ты, чтобы в тебе победил писатель, а не чиновник. Но чиновник уже волею благоприятных обстоятельств исчерпал лимит, так что... Спасибо Ну, большое. слава Богу. Спасибо большое, Даур, было очень интересно. Я думаю, нашим зрителям тоже. Спасибо, кто нас в столь поздний час наши умные разговоры слушал. Спасибо вам. всем за внимание. Инал Хашик был тут рядом. Где-то рядом, как истина. Да, и Ну, Ибрагим чувствуется, что он Шкадова. рядом где-то, да? Да. И Валерий Курасов работали сегодня для вас. Будьте здоровы. Всего доброго. Все хорошо.